в обществе везде, и в социальных сетях. Зачастую искаженная информация доводится до граждан Республики Абхазия. Я хочу поставить точку над этим вопросом, чтобы было всем четко, ясно и понятно. На сегодняшний день никакого иска в суде от Центральной избирательной комиссии нет. Материалы дела, мотивировочная часть так называемая, то есть не резолютивная, а мотивировочная часть, была получена буквально 2-3 дня назад у нас здесь. Что касается решения Центральной избирательной комиссии, как оно примет, это принимается только Центральной избирательной комиссией. То есть ни один из членов, в том числе и председатель, самостоятельно такие решения не принимает. И когда речь шла о коллегиальности, речь шла о том, что это все вместе должны принять определенное решение. Если представители радио «Спутника», когда мне задавали вопросы, и там была вывешена недостаточно точная информация. Одно дело, мы имеем право обжаловать, другое дело, мы обжаловали. Это разные понятия, согласитесь. Да, и я говорил, и говорю, во многом решение может зависеть от мотивировочной части. Как мотивировал суд свое решение? Если это решение целиком и полностью обвиняет действия Центральной избирательной комиссии, ставит под сомнение, значит, бескорыстность или как бы там без преследования каких-то интересов или в пользу кого-то принятые какие-то решения, то в этом случае, конечно же, ни один из членов комиссии не будет согласен с этим. Но если же в мотивировочной части сказано, что трактовать надо было как-то иначе, то есть это говорит о том, что есть двоякое понимание данного закона. Я прекрасно знаю Венедиктову, великолепный журналист, очень грамотный человек, мы с ней общаемся, и очень хорошо, я вам скажу, у меня нет никаких там сомнений в том, что она как-то... Другое дело, что информации у нее недостаточно, я не знаю почему, она могла бы это сделать легко и просто, получив здесь, я могу сейчас прям предъявить. Не было никаких соглашений у сторон, о котором она озвучила, что мы повелись на соглашение заинтересованных сторон при принятии решения о том, что мы будем вести подсчет голосов по принципу значит, простого большинства, относительного простого большинства. На таком решении настаивала сторона истца, причем упорно и требовательно настаивала. Мало того, это не было соглашением, я могу вам его просто показать, предъявить для того, чтобы это было воочию видно, и когда это было представлено нам, вот, значит, вот, пожалуйста, данное соглашение, это так называемое, но это не соглашение, это была письменная, заверенная позиция представителя оппозиции той, значит, непосредственно сторон, но это не только истца, также и ответчика такое же было в письменном виде, которое обосновано, юридическое обоснование имеет. Здесь нет ни нотки, никаких соглашений, нет никаких договоренностей, которые говорят, здесь мотивировочная часть, в которой человек настаивает, по сути, голоса против всех выражают недовольство определенной части населения. Ссылка на международное право, ссылка на Конституцию, ссылка на статьи закона, то есть юридически обоснованная мотивировка сторон. Почему в письменном виде у нас есть? Потому что за день до этого ихние представители, то есть члены ЦИК, с совещательным голосом, которые представляют интересы непосредственно кандидатов, выражали это в устной форме. И для того, чтобы заверить, что это именно мнение кандидата, а не ихнего представителя, мы попросили вот все, что было изложено как позиция, как подход к решению данного вопроса, как подход к порядку определения подсчета голосов, мы попросили просто заручиться тем, что потом никто не опровергал, никто не мог представить, что потом будут отзывать эту бумагу, менять свое мнение и так далее. Мало того, данный документ прислан в ЦИК, если вы обратите внимание, у нас, видите, подписан 3 сентября, 8-го день голосования был, 3-го было представлено. То есть за этот период, с момента принятия нашего решения, с которым мы согласились, и вторая сторона таким же образом нам прислала, чтобы вы не думали, что только одна сторона, я никого не говорю, вот такой же сторону представил представитель Хаджимба и сам Хаджимба. Вот этот документ. Копию могу вручить кому угодно. Что касается, мы не обратились в Конституционный суд. Опять неправда. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, письмо председателю Конституционного суда. Мною подписано.
Прежде чем мы принимали данное решение, мы обращались в Конституционный суд, пожалуйста. Вот оно. Вот обращение в Верховный суд. Пожалуйста. Вот оно. И датируется когда. Для того, чтобы найти правильное решение данного. Что касается парламента, сейчас мы говорим о парламенте. Пожалуйста. Вот 2 письма в парламент. Не одно, а дважды. Дважды обращались. Первый раз 29 августа. И второй раз позже. Вот они оба письма, по которым мы просили, пожалуйста, или дать толкование, или внести уточняющие поправки, уточняющие. И текст писем говорит о том, что мы свою позицию не выражаем никак. То есть мы не выражаем, что мы считаем, что так правильно или иначе правильно. Мы такое не говорили и не было. Мало того, когда мы приняли это решение, всех оно устроило не одни. Представители СМИ, представители общественности, заинтересованные лица никак не пытались даже оспорить данное решение. То есть мы загодя до дня голосования приняли решение, что будем вот такой подсчет вести, исходя из того, что у нас мотивированная часть каждых заинтересованных, мотивированная, ни соглашения, ни договора, никакого не было. Я еще раз подчеркиваю, надеюсь, это я четко, ясно выразил. Поэтому обвинять Центральную избирательную комиссию в предвзятости в принятии решений или в недостаточности своих действий для того, чтобы выяснить правильность подхода к данному подсчету, я считаю неверным. И я буду отстаивать эту позицию. Да, я как сказал и говорю. Законодателю, конечно же, мы направляли, я вам другой документ могу предъявить, неоднократный документ, датирующий. Я просто покажу и не буду комментировать в следующий раз, чтобы было вам ясно. Вот это у нас так называемый КОАП, Кодекс об административных правонарушениях. Красным выделено все, что не предусмотрено в нашем законодательстве. Вот для того, чтобы было ясно всем, вот это все, что красным подчеркнуто, в законодательстве, о выборном законодательстве, то есть в Конституционном законе о выборах депутатов, президентов, таких понятий нет. Но здесь они есть. Вот посмотрите, сколько. Это только по части связано. И когда же это было сделано? Давайте посмотрим. А было это представлено, и еще тот же Верховный суд, вот, пожалуйста, 11-го, сейчас я не один, это нет, это, вот, пожалуйста, вот он документ, он датируется 23 сентября 2018 года. 23 сентября 2018 года мы направили свои замечания, поправочки, которые вне выборный период, которые ажиотажа не возникают в случае чего, тем более, что законодательной инициативой мы не обладаем, мы направили такое свое видение противоречий данных статей. И оно не просто здесь заголовок и письмо. Вот, пожалуйста, вот оно как выражается, вы посмотрите, есть ли в этом суть или нет. Вот посмотрите, сколько всего здесь изложено. Мало того, я вам другое скажу, это не просто Верховный суд. Мы по указу президента, одного из президентов, точно не могу сказать, это при Багапще были или при Маклабе, или при Хадимбе, я не знаю, есть указ, по которому мы можем представлять, но в администрацию президента напрямую. Мы сделали это то же самое в администрацию, тоже в 2018 году. В 2018 году, вот 11 число здесь опубликовано, но уже по другой части, посмотрите, пожалуйста. Мы прямо в свое видение в виде законов, то есть внесение изменений в сами законы. Вот огромное. Мало того, я вам скажу, и сейчас, всем это известно, мы свое видение, опять же, не выражая свою позицию, абсолютно не выражая, просто указав, что вот здесь, ребята, не до конца раскрыта тема, не до конца определены, как быть. Конечно же, этот документ не является юридически обоснованным документом. Это всего лишь просьба обращения в парламент. Мы не имеем права законодательной инициативы обращаться как с законодательной инициативой. Это всего лишь просьба, поэтому мы не афишировали этот документ. Мы не говорили о том, что вот такой документ создан и отправлен туда. Нет, это была просьба обращения для того, чтобы кто-то обратил внимание. Поэтому говорить о том, что есть предвзятость Центральной избирательной, это неправда, это не так. Мы вам еще раз говорим, никакой предвзятости, открытость есть полная. Вся необходимая информация, которую мы должны по закону и иначе
выкладывать в СМИ, выдавать для общественности, для общего обозрения, она выкладывается или на нашем сайте официально, по нашему регламенту принятому, то есть сайту Центральной избирательной комиссии существует, а в первую очередь это Республика Абхазия и Абсны пресс, и Абхазское государственное телевидение. Вот основные официальные источники, в котором мы даем официальную информацию. Все остальные, социальные сети тем более, или коммерческие какие-то СМИ, они могут получать, конечно, мы не ограничиваем их в получении данной информации, но прежде чем ее получить, прежде чем что-то публиковать, я обращаюсь еще раз с просьбой ко всем представителям СМИ, пожалуйста, быть очень аккуратными и очень осторожными. Каждое слово имеет значение. Вы прекрасно понимаете, сегодня обстановка в стране не совсем спокойная, мы так будем говорить. Мы хотим, чтобы была стабильность. Мы все граждане своей страны, патриоты своей страны. Никто не хочет никаких эксцессов. Мы все хотим, чтобы было наконец-таки всем хорошо и правильно, и красиво. Ни другого нет ни у кого абсолютно.